В завершении выпуска День энергосбережения отметили накануне во всем мире. Символично, что именно в этот день в Якутске подвели итоги творческого конкурса «Лучший наглядный материал по энергосбережению». Какие были номинации и кто победил, узнала Сарглана Захарова. Сколько энергии сбережет одна энергосберегающая лампочка, зачем нужно экономить энергию, с каким последствиям может привести необдуманное расходование энергии. Обо всем этом и о многом другом рассуждают участники конкурса «Лучший наглядный материал по энергосбережению». Студенты и учащиеся школ из разных районов республики представили на суд жюри свои работы в 3 номинациях – видеоролик, плакат и рисунок. Конкурс проводится второй год, и, как отмечают организаторы, в этом году количество участников увеличилось. В этом году у нас приняло участие 113 работ. Количество участников увеличилось только за счет того, что рисунок появился. Мы хотели бы расширить этот конкурс, чтобы в следующем году приняло еще больше народу. Да? Но очень хорошие ролики поступили. В дальнейшем мы надеемся их прокрутить на местных телеканалах. Плакаты будут размещены в журнале «Энергосбережение в Якутии». И рисунки тоже мы совместную выставку хотим провести в Республиканском агентстве энергоресурсосбережения. В номинации «Видеоролик» второе место занял ученик 5 класса Владимир Хлопков, который, несмотря на юный возраст, знает, как экономить электричество. В принципе, энергосбережение частного дома были рассказаны, да? Использование светодиодных ламп вместо обычных или ламп энергосбережения и датчики движения. Датчики движения и освещение использования, то есть на макете у нас показано. Нами даны некоторые рекомендации, как можно этого простыми способами достичь, которые даже пятиклассник может продемонстрировать и использовать у себя дома. Зачем такие конкурсы проводятся? Для улучшения нашего города. Или вообще не нашего города, а всего мира. Первое место в этой же номинации завоевал студент 5 курса кафедры экологии Николай Апрасимов. Его социальный ролик призывает людей с помощью таких современных и широко используемых приборов, как модульные батареи и инфракрасные датчики подачи воды в кранах, защитить окружающую среду. Они направлены на экопросвещение, на экопросвещенность людей, чтобы знали, что есть такое, что надо беречь природу, что надо оберегать его, применяя новые технологии, но при этом сохраняя эффективность. Первый ролик сделал за один день полностью, потому что вдохновился я одной конкретной музыкой, вот так и делаю ролики. Только слушаю какую-то определенную музыку и вдохновляюсь, и в голове рисую уже полностью, как оно будет выглядеть, и это значительно упрощает уже. Отметим, что такого рода конкурсы заставляют задуматься над глобальной проблемой энергоресурсосбережения не только взрослых, но и школьников. Тем самым они помогают уже с раннего возраста понять необходимость в экономии энергии. Сарглана Захарова, Иван Семенов, НВК «Саха», Якутск.